Грамота о присвоении городу Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» вручается делегации Малгобека. 8 октября 2007 год. За мужество и стойкость указом президента Российской Федерации Малгобеку присваивают почетное звание «Город воинской славы». В военной науке есть такое понятие, как перехват инициативы, то есть решительный перелом в вооруженной борьбе. И сражения за Владикавказ и Малгобек стали именно такими решающими событиями. С поражением элитных гитлеровских полчищ на Кавказе провалилась немецкая операция «Эдельвейс». Были спасены нефтяные промыслы страны. Войска Закавказского фронта сорвали планы врага, не позволили ему перебросить силы под Сталинград. Танк ИС-3 сейчас, спустя несколько десятилетий, стоит на страже Малгобека и всего Кавказа. Место для памятника защитникам города выбрано не случайно. Оно как напоминание всем, кто въезжает в Малгобек, о славе самоотверженных солдат. В городе тоже монументов не счесть. Здесь памятник павшим малгобекчанам, могила неизвестного солдата и стела «Город воинской славы». Посещая музей-мемориал трудовой и боевой славы, жители испытывают особую гордость. Ведь здесь собраны многочисленные экспонаты, свидетельствующие о тех днях и причастности ингушского народа к ним. Здесь несколько экспозиций, но если вот полностью представить все экспозиции, наверное, вот в любой из этой экспозиции нам бы удалось, наверное, даже заполнить всю эту комнату. До того много материала, а выставить хочется все, и не получается, поэтому мы и так понемножку взяли из всего. Вот здесь у нас есть и оборона Кавказа, и наши ветераны, танкисты, которые здесь воевали, особенно 52-я танковая бригада. Так как музей посвящен в большей степени, можно сказать, обороне Малгобека, то вот вся стена, которая вот там за моей стеной, вот эту всю стену мы отдали именно обороне Малгобека. Без малого 77 лет со дня освобождения Малгобека и 12 с тех пор, как его название высекли на Красной площади среди других городов воинской славы России. Основанный 24 августа 1933 года, Малгобек и не предполагал, с какими испытаниями ему придется столкнуться. Буквально через несколько лет, не успевший встать на ноги город, был в буквальном смысле стерт с лица земли. В первых числах сентября под непрерывными ударами гитлеровской артиллерии и авиации началось массированное наступление на Малгобек. По свидетельствам очевидцев, все склоны Терского хребта вокруг города были усеяны трупами наших и немецких солдат. У нее войска были мотомеханизированные. Пехоты не было, конницы не было, мотомеханизированные. Ему, значит, очень необходимо было горючее. Присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» – дань памяти людям, погибшим, защищая страну. С тех пор минуло несколько десятков лет. На местах, где раньше разворачивалась битва за Кавказ, по истечении десятилетий царит тихая и мирная жизнь. Город с каждым днем хорошеет и процветает, однако об огненных 40-х никто забывать и не думает. Может быть, именно о таком будущем мечтали те, чьи имена выбиты на гранитных плитах у вечного огня. Может быть, свой последний миг они именно такими видели поколения, спасенные своим подвигом, и теперь от сердца возлагающие живые цветы к подножию памятников. Малгобеку уже 86, и каждый год из его биографии – это рассказ о величии человеческого духа, не сломленного обстоятельствами и нелегкими испытаниями. Тамара Хашагульгова, Светлана Томова, Новости 24.